В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Новый праздник – День вхождения Дальнего Востока в российское государство. Появится в стране. Отмечать его будут 25 сентября. Отчет правительства состоялся в Ленском районе. Расскажем, какие вопросы поднимают жители перед органами исполнительной власти. Импульс к поиску и воплощению в жизнь новых идей. В Алдане впервые проходит форум советников директоров образовательных учреждений. Воспитание чувства уважения и любви к своей родине. Завершился республиканский конкурс на знание традиций, обычаев и культур народов Якутии. Именитые атлеты в Якутске, заслуженные мастера спорта провели мастер-классы и показательные выступления для всех желающих в рамках 4-го молодежного фестиваля «Муусустар». Более 3 миллионов россиян уже воспользовались возможностью подать заявление на голосование по месту нахождения или онлайн. Чем ближе к выборам, тем в большей степени люди интересуются знакомиться с тем, какие возможности, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За главный пост в стране поборются 4 кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, самовыдвиженец, а также 3 представителей Госдумы: Владислав Дованков, Новые люди, Леонид Слуцкий, ЛДПР, и Николай Харитонов, КПРФ. Новый праздник – День вхождения Дальнего Востока в российское государство появится в стране. Об этом объявили на международной выставке «Россия на ВДНХ». Отмечать его будут 25 сентября. Именно в этот день, в 1632 году, был основан Якутский острог, форпост освоения Дальнего Востока, откуда началось поступательное развитие всего макрорегиона. На ВДНХ говорили также о предстоящем 400-летнем юбилее российского Дальнего Востока, как о дате, к которой причастны все субъекты ДФО. К 400-вековому юбилею будут выпущены почтовые марки, реализован исторический проект «Пути великих свершений», построен памятник Витусу Берингу в Якутске и многое другое. Участники встречи внесли свои предложения в резолюцию. Документ вскоре будет передан главе республики Айсену Николаеву. Сделали ряд предложений, в частности, это сооружение памятника Витуса Беринга в городе Якутске, издание специальной монеты в монетном дворе. Но это что касается символики. Вот конкретные предложения были о том, чтобы просить Российскую академию наук провести научно-практическую конференцию, которая бы более продуманно рассмотрела различные исторические ракурсы этого процесса с помощью серьезных ученых. Дальний Восток, история в каждом субъекте своя. И такой глобальной истории Дальнего Востока, обнаружили, не оказалось. Приморский край отмечает 1,5 века своего Приморского края, Камчатка отмечает свой юбилей. Хотя они по 4 века под началом российским, это нигде, кроме Якутии, не отмечается. И поэтому это должна играть консолидирующую роль, объединяющую роль. И в этом плане мы должны смотреть шире на юбилейные мероприятия. Глава Якутии провел прием граждан. Главе региона обратилась супруга участника специальной военной операции и передала его просьбу об оказании помощи. Для эвакуации раненых нужен квадроцикл. Айсен Николаев поручил оперативному штабу Единого координационного центра республики совместно с войсковой частью рассмотреть вопрос и обеспечить передачу техники. Задача всемирной поддержки наших воинов поставлена национальным лидером, верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. В Ленск с отчетом прибыла правительственная группа во главе с заместителем председателя правительства Ольгой Балабкиной. Члены делегации разделились на группы и разъехались по поселениям района. Ольга Балабкина совместно с министром промышленности Максимом Терещенко и главой Ленского района Александром Черепановым побывали в селе Биченча, а после прошел отчет перед населением города. Традиционно отчет начался с посещения представителями правительства Наслегов. Ольга Балабкина побывала в селе Биченча и подробно рассказала жителям о деятельности исполнительных органов государственной власти республики за прошлый год. А после ответила на вопросы сельчан. Они были на различные темы. Касались развития сельского хозяйства, дорогих авиабилетов до города Якутска. Также многих волновала газификация Наслега и состояние межселенной дороги, которую постоянно разбивают нефтевозы. Разбиваются очень сильно. В день ездят 30-40 нефтевозов, да,
И, соответственно, дорожное полотно не предназначено для таких больших грузов. Они не останавливаются даже не во время распутицы, и разбивается дорога. Соответственно, бывают проблемы и с подвозом продуктов, и с выездом скорой помощи. И также, так как у нас нет большого аэропорта, летом мы выезжаем из Мирного, а доехать до Мирного получается только за 6 часов. Вечером этого же дня председатель правительства отчиталась перед жителями города. Мероприятие длилось более 2 часов. Ольга Балапкина выслушала вопросы ленчан и подробно ответила каждому. Я предлагаю на летние периоды, как все стараются летом куда-то двинуться, да, ввести дополнительно стыковочные рейсы, 2-3 рейса. Вот сейчас один всю в субботу, а сделать 2-3 еще дополнительно. Предложение по добавочным рейсам, оно интересное. Можно с Минтранспортом подумать в этом направлении и действительно посмотреть о том, что если Сургуты летают со своего Талакана, то просто-напросто немножечко по-другому перенаправить потоки и эти потоки вывести исключительно на пассажирские перевозки. Активно задавали вопросы депутаты района и города, представители общественности и бюджетных структур. Не остались в стороне и предприниматели. Многих снова волновал вопрос дорогостоящих билетов до Якутска, субсидирование их на межселенные пассажирские перевозки и водный транспорт. Также переселение из аварийного и ветхого жилья, поддержка сельского хозяйства, строительство аэропорта и многие другие. Первый вопрос, значит, это перевод технологической дороги Ленск-Усть-Кут в автомобильное все пользование. А второй вопрос. В связи с тем, что невозможно сделать, они ничего не сделают дорогу Ленск-Мирный, а люди летают весной, особенно начиная с весны, за все лето увеличится поток, увеличить субсидированные рейсы. Не субсидированные, а дополнительные рейсы состыковочные. Третий вопрос. Почему мы платим 5,50, а Китай рубль 50? Наша электроэнергия. Ленчане надеются, что правительство решит хотя бы часть наболевших вопросов, которые помогут улучшить уровень жизни населения всего Ленского района. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Волонтеры САХА продолжают оказывать помощь участникам СВО. Волонтеры посещают раненых бойцов в военных госпиталях за пределами республики, оказывают психологическую поддержку и занимаются сборкой и отправкой гуманитарных посылок. Так, волонтеры САХА отправили в военный госпиталь в Петербург раненым бойцам около 1,5 тонн посылок. Оказывают помощь также и студенты медицинского и юридического колледжей. Следующая ближайшая отправка будет организована в госпитале во Владивостоке и Хабаровске. Утром отправили со студентами медицинского колледжа 900 килограммов еды, которые собрали и отправили жители нашей республики. И, там есть наша все местная продукция. И, 900 килограммов было. Мы это собрали в январе месяце. После командировки собрали. В Якутск также прибыли военкоры в рамках молодежного фестиваля «Муусустар». Семен Пегов, основатель телеграм-канала «Варгонза», и Руслан Гусаров, журналист, документалист, сотрудник телекомпании «Россия сегодня». Так, Гусаров принял участие в показе документальных фильмов, один из которых посвящен бойцам из Якутии, воюющим в отряде «Барс». Вечером состоялась встреча гостей с главой республики Айсеном Николаевым. На встрече в том числе обсуждался вопрос проведения в Якутске одного из этапов фестиваля документального кино «Время героев». Завтра военкоры примут участие в церемонии закрытия фестиваля в качестве почетных гостей. Есть идеи, как в контексте современных вызовов как, скажем, внешних, так и внутренних касаемо воспитания детей, воспитания молодежи, что действительно, мне кажется, чем больше мы будем придумывать разных творческих проектов, опять же, Руслан о своей идее расскажет, о создании совместных лагерей, чтобы дети приезжали из других регионов, восстанавливали какие-то объекты совместно. У меня есть идея сделать для школьников туристический слет. Я начну его запускать в Смоленске. Он будет называться «Наш вектор». Я сам родом из Смоленска. И это идея для таких пограничных регионов. Якутия это тоже такой регион. И чтобы дети из Абхазии, из Донецкой Народной Республики, из Смоленска, из Якутии, из разных других регионов жили там в палатках, пели песни у костра, а самое главное, прокачивали те навыки, которые мы, к сожалению, сегодня современными технологиями утратили. Это спортивное ориентирование, как развести костер, грубо говоря, в лесу.
В Нерюнгри наращивают силы и средства для более оперативной расчистки снега на территории города. Сегодня в уборках задействованы 6 единиц специализированной техники. Одна комбинированная дорожная машина обрабатывает наиболее опасные участки внутригородских дорог противогололедным материалом. Городские власти стремятся к улучшению ситуации. Так, в распоряжение муниципального образования город Нерюнгри поступил новый тяжелый грейдер. Подобной спецтехники у города еще не было. Работа по постановке на учет транспортного средства завершилась сегодня. Уже со следующей недели грейдер выйдет в город на очистку дорог и улиц от снега. У нас также в собственности муниципальной находится грейдер ДЗ-98, но он уступает данному в массе. То бишь этот грейдер тяжелее, он современнее, он оборудован более качественными отвалами. Также у него мы можем видеть с обратной стороны есть дополнительный отвал, который поможет нам бороться с образованием снежных валов вдоль бордюров. И также за счет своей массы 25 тонн он более эффективно будет срывать наледь с дорожного полотна. И надеемся, что у нас дороги будут в асфальте круглый год. Ну а в Алдане проходит первый районный форум советников директоров образовательных учреждений по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. В съезде, инициатором которого выступил Алданский политехникум, принимают участие представители Республиканского Росдетцентра. Чем станет полезной встреча для наставников детей и молодежи, расскажет Татьяна Вахнина. Хореография, вокал, театр, чтение венгийского эпоса «Нимгакан», изготовление национальных костюмов. Юными талантами Хатыстырская земля богата. Знакомством со школой номер 20 села Хатыстыр Белецкого и венгийского национального наслега начался первый Алданский форум советников директоров по воспитанию образовательных учреждений. У нас есть дни единых действий. В основном они патриотического направления. А также с прошлого года у нас во всех классах проводятся разговоры о важном. И с этого года «Россия. Мои горизонты». Педагоги и ученики 20-й школы рассказали гостям о реализуемых проектах. На средства грантов было приобретено специализированное оборудование. Так, на станке текстильной печати рукодельницы выполняют настоящий эксклюзив, а на аппарате плазменной резки мастера изготавливают неповторимые сувениры. А десерты и напитки, которые юные хозяюшки делают из заготовленных трав и ягод, получаются не только вкусными, но и очень полезными. Я считаю, что сохранение традиционной культуры, языка народа является гарантом национальной безопасности нашей страны, на котором строится у нас работа. Да? В съезде приняли участие педагоги школ и СУЗов, а также представители регионального ресурсного центра «Навигаторы детства». В рамках работы одной из площадок форума советники директоров алданских учреждений образования дали мастер-классы, в ходе которых поделились с гостями собственным опытом работы с детьми и молодежью. В нашей школе была налажена работа по развитию и воспитанию молодежи. С введением института советников эта работа стала более углубленно и структурирована. Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию, творческому развитию, а также проводится работа по адаптации, социализации, сбережению здоровья, семейных ценностей и традиций. Форум советников директоров образовательных учреждений подобного масштаба в Якутии проходит впервые. Инициатором его проведения выступил Алданский политехникум. Участники встречи убеждены, общение с коллегами даст каждому гостю импульс к поиску и воплощению в жизнь новых идей. Ожидаемо от общения – это, конечно же, обмен опытом, потому что мы настолько заняты каждый в своей школе, что, конечно, в группах, средствах массовой информации мы наблюдаем, как работают остальные, но живое общение – это совсем другое. Форум будет проходить в течение 3 дней. В рамках встречи запланированы курсы повышения квалификации. Также будет подписано соглашение о взаимодействии между Республиканским отделением Росдетцентра и Алданским политехникумом, который станет первой в Южной Якутии площадкой для проведения мероприятий по проекту «Навигаторы детства». Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. В рамках молодежного фестиваля «Мусустар» был проведен республиканский конкурс на знание традиций, обычаев и культур народов Якутии под названием «Время традиций». Накануне финального шоу в Доме дружбы народов имени Кулаковского прошло торжественное награждение победителей. Подробности смотрите в сюжете Вероники Таюрской. Республика Саха-Якутия славится своей многонациональностью. Так, на ее территории проживают представители 135 народностей, а также было создано 82 национально-культурных объединений.
Для такого субъекта, как Якутия, вопросы самобытности имеют большое значение. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в 2023 году отметил, что внесенные в Конституцию поправки, разработанные в том числе при вашем, уважаемые коллеги, участии, закрепили защиту культурной самобытности всех народов России, сохранение ее языкового и этнокультурного многообразия. Конкурс «Время традиций» способствует сохранению своей уникальности. Сегодня прошло очень такое яркое, красочное мероприятие, где представители разных народов, национальностей продемонстрировали именно свою кухню, к примеру, продемонстрировали свои танцы, культуру, то, как, к примеру говоря, насколько красочно и дружно мы можем жить едино в республике. Одним из направлений в рамках трека «Этномы» стало представление народа и их национальных обрядов. Победителями стали Булунский улус и Алекминский район. Радмила и Рита Имаевы из Алекминского района рассказали, какой обряд они снимали для видеопрезентации. Мы снимали национальный обряд татарская свадьба никях. Особый акцент делали на завязывание платка. То есть там должны были завязывать мастерицы или платок завязывается в мечети специальными обученными людьми, чтобы ни один волосок не выглядывал из-под платка. Вот, старались акцент делать именно на платок. Абсолютными победителями стали представители Мегино-Кангаласского улуса. Их же район был назван самым молодым во всей республике Саха-Якутия. Очень рады, очень волнуемся до сих пор, не верим своей победе. Не ожидали. Неожиданно было. Благодарим свой район за их поддержку и всех, кто в нас верил и поддерживал. Уже завтра в Центре спортивной подготовки «Триумф» Молодежная ассамблея народов Якутии представит на закрытии фестиваля «Мусустар» свою зону, где активисты и общественные организации проведут мастер-классы и различные игры. Вероника Таюрская, Григорий Охлопков, Якутск. Также сегодня свой очередной учебный сезон завершили слушатели медиашколы «Аяр». В этом году заявки на участие подали более 350 человек. В течение 2 недель слушатели проходили теоретическую и практическую подготовки. Для участников медиашколы лекции читали ведущие журналисты, видеографы и блогеры Якутии. В конце обучения участники были поделены на группы, которым предстояло придумать и воплотить в жизнь свой медиапроект. По окончании очередного сезона организаторы уже задумываются над следующим, который планируют сделать более масштабным. Мы сегодня видим то, что организовывали всю эту медиашколу наши медиакомпании. И сегодня они для себя заметили в том числе и многих перспективных ребят с высоким потенциалом со всей нашей республики. И уже сегодня многие из них получили предложения по сотрудничеству и по развитию их уже как профессионалов в сфере медиа. Мы на самом деле намерены сделать нашу медиашколу уже и в таком большом формате, там, в рамках, возможно, фестиваля, в рамках, возможно, чего-то большего, как один большой проект. В том числе мы, конечно, ориентированы на то, чтобы наша медиашкола имела свои курсы, которые могли бы иметь определенные промежутки и, наверное, обучать ребят из разных районов нашей республики. Музыка для бойцов специальной военной операции. Всего неделю назад студенты Арктического государственного института культуры и искусств приехали из Донецкой и Луганской народных республик, где они в составе 4 человек провели концерты для наших бойцов. Уже сегодня они представили свой отчетный концерт однокурсникам и преподавателям. Обучающиеся агики стали первыми из студентов, выехавшими в новые регионы России для дачи концертов бойцам специальной военной операции. Сами студенты отметили, что планируют поехать в составе агитбригады в мае этого года. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом году заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Петрович Трутнев дал задание вузам Дальнего Востока побывать на новых территориях, встретиться со сверстниками, выступить или встретиться с бойцами для того, чтобы поднять их моральный дух. Вот. Ну и в связи с этим появилась возможность нашим студентам выехать вот в составе этой творческой фронтовой агитбригады. Настоящий праздник грации и высочайшего мастерства состоялся в Ледовом дворце Элей-Ботур в столицу республики. Прилетели двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Специально для воспитанников спортивного клуба провели показательный мастер-класс. Подробности у Даяны Федоровой.
Благородство, изящество и чувственность – вот что продемонстрировали титулованные фигуристы в своем показательном выступлении. После долгих и бурных оваций зала спортсмены дали настоящий мастер-класс подрастающему поколению. Именитые спортсмены впервые в Якутске. Они признались, что им было приятно ощутить на себе суровую якутскую зиму. Мы здесь первый раз, поэтому ребят мы видим тоже впервые. Я думаю, что действительно очень важны такие мастер-классы, чтобы они могли, скажем так, увидеть вживую спортсменов, которые добились уже определенных результатов в спорте и принимали какой-то опыт, к ним приходило вдохновление, чтобы они дальше развивались и совершенствовались в фигурном катании. Мастер-класс для юных спортсменов состоялся действительно вовремя. Ведь совсем скоро 3 фигуристов Республики 2-го юношеского разряда примут участие в соревнованиях «Дети Приморья-2024». Я очень рад, я долго их ждал. Они, как по мне, лучшие парники. Они преподают мне жизненный урок. Показали то, что, по крайней мере, я раньше не мог. Исправили ошибку и показали, как надо. Скоро полетим в воскресенье в это. Вот сейчас мы прыгаем тройной тулуп и тройной сальхов. У меня тройной сальхов стоит в программе. И когда мы его начнем прыгать сейчас, я хочу побольше научиться чему-то, чтобы его прыгнуть. Мастер-класс состоялся в рамках молодежного фестиваля «Мусустар», который за все годы проведения привлекает множество звезд российского уровня, именитых спортсменов и экспертов по разным направлениям. Важность мероприятия отмечают на высоком уровне. Президент страны Владимир Путин отметил, что «Мусустар» предоставляет юным спортсменам отличные возможности заявить о себе. Даяна Федорова, Иван Сороколомов, Якутск. Серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в Якутске. Встретиться с ней приехали около 150 юных гимнасток из многих районов республики. Специально для именитого гостя гимнастки станцевали якутский народный танец. Также выступили с большим, динамичным и фееричным концертом. Постановщиком масштабного концерта стала руководитель клуба художественной гимнастики Александра Бронских. Мне говорят тренеры, мамы, что после встречи с тобой обычно дети, что я для них мотивация. То есть это прикоснуться, сфотографироваться, обняться, что-то спросить, какие-то вопросы. Передаю привет, очень хороший город, такие открытые, добрые люди. Могу пожелать только самого хорошего, здоровья, счастья и успехов. Олимпийская чемпионка провела мастер-класс юным спортсменам. Призерка Токио 2020 по спортивной гимнастике Лилия Хаимова стала также специальным гостем 4-го молодежного фестиваля «Мусустар» в Якутске. Именитая спортсменка провела двухчасовое занятие для учащихся детско-юношеской спортивной школы номер 1. На мастер-классе побывала моя коллега Марфирина Алексеева. Я рада вернуться в Якутск. Я здесь была в 2008 году на играх «Дети Азии». Прошло 16 лет, и я рада снова здесь оказаться. Учащиеся спортивной школы с теплом и трепетом встретили именитую спортсменку. Этим же ответила и титулованная гимнастка. Ее восход в спортивной карьере начался с победы на 4-х международных играх «Дети Азии», которые прошли в 2008 году. И вот снова, когда игры проходят дома, Лилия вернулась, но уже в роли хедлайнера. Своим примером мотивировать подрастающее поколение. Сама понимаю, насколько это важно, когда приезжает человек, который чего-то добился и делится с детьми, потому что в мое время приезжала так Света Хоркина, делилась своим опытом, я смотрела на нее, равнялась и стремилась. Это очень важно, потому что не всегда детям удается видеть, встречать чемпионов и общаться с ними тем более. Поэтому ценю очень такие моменты и стараюсь максимум передать детишкам какого-то своего опыта, насколько позволяет это время, возможность. Спустя 16 лет я очень рада вернуться на эту землю, вновь оказаться здесь, вспомнить свои какие-то детские воспоминания, как все происходило здесь, как здесь начиналась моя карьера, с чего вот все, когда я еще такая совсем малышка, приезжала на соревнования. Поэтому для меня такая ностальгия, наверное, вернуться сюда. Мастер-класс выдался продуктивным. В программу вошли базовые гимнастические упражнения, спортивные задания в формате соревнования, а также личные рекомендации. Ребятам особенно понравилась беседа в формате вопрос-ответ. В спортивной гимнастике очень много таких моментов, когда вам страшно, когда нужно что-то сделать. На бревне у мальчиков
Ну почему все прям что-то боятся? Ну, в общем, у каждого есть элемент, который он боится, согласна? Им, конечно, интересно, они знают Лилию Хаимову, они смотрели последнюю Олимпиаду, естественно, они знали, кто к ним приезжает. Даже некоторые сегодня уже при входе, она такого-то роста, она почти что как я. Им это интересно. Чемпионы, они все равно знают их, они смотрят и проводят их в виде игры, и им это интересно, конечно, они... как у них глазки горят, потому что что-то, когда мы, говорим им те же замечания, может, замыливается, а тут сказал, поправил, что-то подсказал, они уже по-другому прислушиваются. Ребята делятся, что ежедневные тренировки в школе куда сложнее, чем на мастер-классе. Однако с некоторыми нюансами они познакомились впервые. И за эти 2 часа не только лично пообщались с олимпийской чемпионкой, но и усвоили много нового. Эмоции хорошие, прямо очень рада, что она приехала в наш город. Наш город очень маленький, но такие спортсмены приезжают к нам очень часто. Она научила хорошо приземляться за скок, научила хорошо поворачиваться, поворот на 360. В конце программы учащиеся получили автограф и сделали памятные фото со своим кумиром. Помимо мастер-класса, Лилия Хаимова планирует провести урок физкультуры для учеников городской школы номер 39. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. На этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных.